В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Табакокурение – важнейшая проблема общественного здоровья. Вредная привычка формирует устойчивую психологическую и физиологическую зависимость. Медицинские исследования указывают на прямую связь табакокурения с проблемами со здоровьем. Насколько важно избавиться от пагубной привычки, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Мария Леонтьева, клинический психолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат педагогических наук. Мария Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. В чем же принципиальная разница между физической и психологической зависимостью курения? Это две стороны одной медали, да, но требуют разных подходов. Основная характеристика физиологической потребности – это биохимическая потребность организма в никотине. Никотин, связывая с рецепторами мозга, вызывает выработку дофамина, гормона удовольствия. Да, и получается, со временем возрастает толерантность человека и требует все больше и больше концентрации никотина в организме. И, соответственно, когда уровень никотина падает, то у человека возникают симптомы отмены. Это вот раздражительность, тревожность. И получается проблемы с концентрацией. Вот. Соответственно, с физиологической зависимостью можно справиться более мягко никотин-заместительной терапией. Психологическая зависимость – это связь курения с определенными действиями, ситуациями, эмоциями. Это не химия, это условный рефлекс. Да? То есть мозг ассоциирует сигарету с определенными ритуалами. И с психологической зависимостью, соответственно, как можно справиться, тоже психологическими методами. Но уже сложнее, да? Да, уже сложнее. А вот почему возникает иллюзия, что сигарета как бы снимает стресс и помогает расслабиться? Это одна из самых коварных ловушек никотиновой зависимости. И основным источником стресса для курильщика является вот эта самая потребность в никотине. Вот. Соответственно, если никотин падает, то человек вот испытывает некий стресс. Таким образом, да, курение не прекращает стресс, а на самом деле просто его, точнее его прекращает, но не снимает. Соответственно, если бы курения не было, то и стресса бы не было. Да? Кроме того, курение — это некий такой процесс, то есть сам такой процесс, чтобы выйти на улицу, да, на свежий воздух, достать сигарету, сделать глубокий вдох и выдох, с дымом, да, кажется, что такой ритуал, он успокаивает. На самом деле никотин учащает сердцебиение и повышает давление. То есть это физиологический процесс, противоположный расслаблению. То есть это иллюзия у курильщика, что он расслабился. И мозг ему сигнализирует, что вот я покурил сигарету, я расслабился. На самом деле этого стресса не было бы, если бы он не курил. Я знаю еще таких людей, которые вот как раз-таки, да, вот им нравится сам процесс, они выходят, там, вдыхают, но как бы вдыхают незажженную сигарету. Такое может помочь как-то? Или все равно организм будет нуждаться в никотине и будет всегда давать свой стресс? То есть они вдыхают незажженную сигарету? Да, просто как бы весь ритуал проделывают, но не зажигая при этом сигарету. Ага, сам процесс глубокого вдоха, да, и выдоха действительно влияет на организм успокаивающе. Поэтому они хороший метод выбрали, без никотина успокаиваться. А с чего вот лучше всего начать человеку, который все-таки уже решил бросить курить? Так, если он бросил курить, если он хочет бросить курить, то здесь очень важна мотивация. Да? Важно знать, почему и зачем он хочет бросить курить, по каким причинам. Я всегда говорю, главное вот желание. Если он понял, что он действительно хочет бросить курить, то уже пора приступать к действиям. Да? Понять, в каких ситуациях он курит, да? Посчитать, сколько у него денег уходит. И методы могут быть вот такие: либо резко бросить курить, либо постепенно. Также он может обратиться в наш кабинет отказа от курения. Это в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
И мне кажется, вот сейчас очень важно сказать, какие существуют эффективные методы, чтобы вот все-таки отказаться от курения. Здесь я хочу отметить, что никакой волшебной палочки, волшебной таблетки не существует. Да, чтобы вот человек пришел, и мы его быстренько излечили от никотиновой зависимости. Именно, как я уже сказала, существует никотин-заместительная терапия. Да, это вот то, что помогает с физиологической зависимостью человека. И также существуют техники, в данном случае техники когнитивно-поведенческой терапии, которые помогают бросить курить. Также можно, если самостоятельно человек хочет бросить, то ему важно собирать информацию о вреде курения. Да? Я это называю перепрограммированием мозга. Человек сам себя перепрограммирует. И если он каждый день будет вот читать, слушать, смотреть видео, да, о вреде курения, то у него может со временем сформироваться вот эта устойчивая установка. Также есть приложение, которое можно скачивать. Это вот для тех, кто хочет бросить курить самостоятельно. А что такое триггеры курения и как вот их выявить? Триггеры курения — это те ситуации, привычные действия, эмоции, люди, которые вызывают желание бросить курить. Желание курить. Да? Мы говорили сейчас про бросить курить, поэтому у меня такая распечатка. Желание курить. То есть это может быть, например, поведенческий триггер, например, вождение. Кто-то обязательно курит, когда он водит. Или кофе, да? Обязательно такой утренний ритуал. Или есть те, которые курят обязательно после еды. Это все поведенческие триггеры. Есть эмоциональные триггеры, когда человек курит, когда ему скучно. Очень часто человек курит, когда ему плохо, да? Когда у него беспокойство, когда он встревожен чем-то. Это вот я называю так называемой иллюзорной эмоциональной поддержкой. Есть социальные триггеры. Социальные триггеры — это именно тоже очень часто встречается, когда в организации все курят, соответственно, человек и в сознательном возрасте может начать курить вместе со всеми, да, или на вечеринках. То есть есть люди, которые курят там не каждый день, но пару раз в месяц, когда вот собираются на вечеринку с друзьями, например. Это вот все социальные триггеры называются. Основные вот группы такие. Как разорвать связь между триггером и курением? И какие существуют, возможно, психологические техники? Важно осознать, какие для вас триггеры главные, да, вот из перечисленных. Для этого можно вести дневник, да, дневник курения, то есть определить время, да, во сколько вы закурили, ситуацию, какие эмоции испытывали до или после курения, да, и шкалу потребностей, насколько вам эта сигарета была нужна. И отсюда можно уже найти свои триггеры. То есть по своему опыту я знаю, что есть люди, у которых это очень тесно, например, связано с едой, да, или там связано с кофе. И вот, например, если это связано с кофе, то можно изменить ритуал. То есть приготовить кофе там, в другом месте, да, его выпить. Или если человек любит сидеть и пить кофе, то пусть он встанет. Да? То есть вот каким-то образом изменить вот это ритуальное поведение. Второе, пример, может быть, какая техника, да, это переждать. То есть вот буквально сегодня ко мне девушка приходила, у нее после еды. И вот здесь она может себе сказать, да, вот я себе даю 10 минут переждать, и если сразу я не буду курить. И если я после этих 10 минут закурю, захочу закурить, то я закурю. Если нет, то пропускаю. В среднем вообще желание курить длится 2-3 минуты. То есть за эти 10 минут она может вообще забыть о том, что хотелось покурить. Также можно изменить свою установку по отношению к курению. То есть не говорить о том, что я лишаюсь сигареты, поймать себя на мысли, да, я лишаюсь сигареты или мне надо бросить курить,
А сказать о том, что я освобождаюсь от зависимости. Сигарета мне не друг, а тиран. Да? То есть это кандалы, которые я добровольно надел. И, соответственно, сейчас я испытываю дискомфорт, но я освобождаюсь вот от такого тирана, скажем так. Ну и всегда было очень интересно узнать, кто больше всего подвержен курению. Это как-то зависит от общества или от семьи, вот по вашим наблюдениям. Кто больше? Ну, по статистике, конечно, мужчины у нас больше курят, да, чем женщины. Но, к сожалению, в нашей республике тоже достаточно многое количество женщин курит. И что я заметила? Я заметила, что зависит от организации, от корпоративной культуры. То есть в той организации, где курение распространено, да, это привычное действие, то там курит большинство. Даже те, кто пришел в сознательном возрасте, там даже 28 лет начинают курить. Вот. Также очень много зависит от семьи. То есть мы ведем еще профилактическую работу в школах. И когда я спрашиваю у детей, поднимите, пожалуйста, руки, у кого родители, бабушки, дедушки курили и курят, то очень много кто поднимает руки. Здесь вот беда в том, что в эту ловушку никотиновой зависимости попадают целые поколения. И сейчас вот новая ловушка для детей — это электронные сигареты, да, изобрели. Вот как раз о них я вот хотела сказать, что вот буквально лет 15-20 назад, ну, школьники прям очень активно курили, чем сейчас, но сейчас есть эти вот электронные сигареты. Это же тоже зависимость? Это, конечно, зависимость. Электронные сигареты, в них содержится никотин, и по своей сути они могут даже быть опаснее обычных тем, что нет удара по горлу, нет противного дыма, да, и зависимость к ним возникает быстрее, чем к обычным сигаретам. То есть вот за такой яркой упаковкой, очень красивой, скрывается такая большая ловушка для нашего будущего поколения. И если ребенок видит с детства, да, что его родители, бабушки, дедушки курят, то для него это норма, к сожалению. И он может начать вот с электронных сигарет. Ну и в завершение хотелось бы еще вот узнать, опираясь на вашу практику, кто больше всего приходит уже осознанно к вам, обращается за помощью психологической? Девушки, это какой-то возраст, или это мужчины, или может уже преклонного возраста, или наоборот прям очень молодого? Как вот? Ну, возрастной у меня такой разброс идет. Где-то вот приходят очень сознательные молодые люди, да, 25-26 лет. Женщины в основном после 40, которые задумались о своем здоровье. А мужчины где-то от 30 до 40 лет. И в основном, я так заметила, обращаются многодетные папы, которые заботятся о своих детях. Надо же, как интересно, да? Ну что ж, Мария Дмитриевна, спасибо, что вы уделили время и ответили нам на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.